Киев пытается избавиться от одного из ведущих в стране телеканалов. Интер занимает неудобную для властей позицию. Правящая коалиция требует от Генпрокуратуры выяснить источники средств, на которые был куплен медиаактив. Руководство Интера расценивает происходящее как политическое давление. Екатерина Миронова выясняла подробности. Сделки по покупке телеканала «Интер» не дают покоя депутатам Верховной Рады. Именно парламентарии от фракции «Народный фронт» обратились в Генеральную прокуратуру. Дело в том, что еще в 2013 году бизнесмен Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, который тогда был руководителем администрации президента Виктора Януковича, приобрели контрольный пакет акций этого медиапредприятия, как сообщается, за $2,5 миллиарда. А вот как раз-таки парламентарии просят разобраться, откуда у покупателей такие средства, мол, не Москва ли помогла. У нас есть подозрение, что данные сделки могли быть профинансированы Российской Федерацией, ее государственными банками. И цель этих сделок была реальный контроль над частью украинского медиапространства со стороны Российской Федерации. После чего кукловоды из Москвы дергают и рассказывают, что показывать на тех или иных телеканалах. 29% акций «Интера» до недавнего времени принадлежали российскому Первому каналу, но в связи с этим у медиапредприятия возникали серьезные проблемы. В частности, в феврале Верховная Рада рассматривала законопроект, позволяющий лишать лицензии телеканалы, у которых есть российские собственники. Вот как раз-таки, чтобы избежать всяких вопросов, в том числе и формальных, Первый канал решил продать часть своих акций. Украинская власть собиралась принять закон в Раде, объявляющий наш пакет в Интере оккупантской собственностью. Мы оперативно продали этот пакет для того, чтобы, в общем,